получилось, что нужно было срочно уезжать в Киев. После выборов 2020 года, 11 августа, я был изначально задержан ОМОНом, избит, потом передан внутренним войскам, где, короче, те уже избивали до тех пор, пока я не потерял сознание. Там нас складывали в 3 слоя, людей друг на друга, люди задыхались, там теряли сознание, там уже с синими губами вытаскивали. В общем, мне повезло, я не доехал до райотдела, потому что там мне обещали, что меня там уже убьют, мне там капец будет, как они выразились, потому что я был с флагом, и тех, кто был с флагом, они там нещадно лупили электрошоком, в общем-то, и ограбили там в этой, когда поставили на растяжку портмоне с документами, с деньгами, с карточками, все забрали. Вернули только смартфон, когда у меня скорая увозила. Вот. В дальнейшем, в общем-то, постоянно участвовал на акциях протеста, подал заявление в Следственный комитет, снял побои по направлению Следственного комитета. Там как бы тогда таких репрессий особо не было, еще принимали заявления. Но я пошел там с юристом, мне из Весны правозащитного центра там предоставили юриста, потому что я один как бы опасался идти, потому что там могли быть всякие провокации рода, там типа там хватался за форменную одежду, там выражался нецензурной бранью и мог бы поехать неизвестно насколько. Подал заявление. Ну, в общем-то, как большинству, пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Я начал писать письма, там, опять же, с помощью там юристов, предоставленных мне, отправлял письма в Следственный комитет Фрунзенского района, но приходили ответы. Я говорю, так и так, я не получил, во-первых, то, что мне там отказ. С их слов они мне отправили, а повторно они копию не отправляют. Хорошо. Все на этом так и закончилось. Вроде бы пока никто никого не трогал. Мне там после автозака там повредили тазобедренный сустав. Ждал операцию. В общем-то, как бы организация помогла мне материально поменять этот сустав тазобедренный. Сделал операцию в апреле, 27 апреля. Ну и вот на работе начались как бы там проблемы. Директор что сделал? Я вот 24 марта выписался из больницы, ложился там на обследование перед операцией. А 25-го на День воли написал заявление за свой счет. Вечером мне позвонили мастер и говорит, что Игорь, тебе директор не подписал заявление. Отсутствие более 3 часов на работе – это прогул. Ну, я в поликлинику. Мне дали справку, что я весь день рассказал ситуацию, что, как бы то самое. Дали справку, что я находился в поликлинике весь день с 8 утра до 18:30. На завтра мой начальник рассказывает такую историю. Вызвал его директор и говорит, где я. Он говорит, что написал заявление за свой счет. И как бы директор говорит, а ты знаешь, мне уже звонили из милиции, что он задержан. Хотя я на самом деле не был задержан. Он рвет мое заявление и говорит, ему об этом ничего не говорить. Все. Я понял, что меня там уже не дадут жизни, и нужно как-то выкручиваться, чтобы это самое. В общем-то, урвал там отпуск, перенес пораньше, чтобы перед больницей. Потому что как бы остался бы без средств к существованию, потому что больничный 4,5 месяца был. 19 августа вышел с больничного, догулял отпуск до 17 сентября. Ну и все, пришлось идти писать заявление за свой счет. Хотел присоединиться, в общем-то, и заявление уже написал к общенациональной забастовке. Но мне сказали в Белом доме, в общем, там, где руководство, там парень сказал, не вздумай, поедешь сразу в тюрьму на Володарского. В общем-то, такого желания не было, я думаю, лучше так.
Все вроде бы дальше там тишина, спокойствие. И вот 18, ну чувствовал где-то 18 октября мне пришла повестка явиться в Следственный комитет к следователю. До этого я не знаю, как будто бы чувствовал чем-то. 3 ночи я не спал. Как-то всегда там своей женщине говорил, что я не знаю, как-то вот необоснованно вроде бы какие-то вот мысли в голове, вот этот мозг кипит, не мог заснуть. И вот эта повестка. И тогда я уже связался с людьми, и мне помогли выехать в Киев. Я понял, что это будет тюрьма, так как я выступал на акциях протеста в прямом эфире, давал интервью для Радио Свободы. Комсомольская правда меня сфотографировала, когда я вот перед тем, когда меня ОМОН забрал, я был на главной странице у них на интернет-сайте, на странице там за 11 августа было 2020 года. Я стоял там с флагом и в кепке с погоней. Ну, как бы я понимал, что мне будет срок серьезный. Там не отделаюсь административным, а так как эти губопики на телеграм своих каналах, там они предлагали фактически, чтобы люди приходили с повинной, и вам типа будет потом хорошо, да, говорится, мы как бы о вас, пленных, позаботимся. В общем-то, вот теперь я в Киеве.